Так, дорогие коллеги, добрый день. Рада всех приветствовать. Вот. Улус хагаттарыгын кытталар быгылах, наха юрюлях. Кырсыветах ратта диреккадылы терехинер биттаганы манна тохтан тураллар. Так, в общем, дорогие коллеги, я в группу журналистов и в группу Министерства инноваций направляла план наших мероприятий, тему нашего мероприятия. Она сегодня звучит следующим образом. Круглый стол парламента Республики Саха-Якутия о государственной поддержке сферы печати, средств массовой информации и телерадиовещания в Республике Саха-Якутия. И поэтому очень надеемся, что сегодня пойдет разговор в русле государственной поддержки не только государственных СМИ, но и негосударственных СМИ. Ну и сегодня мы прекрасно знаем, вот ситуация с пандемией показала, что очень многие наши коллеги, которые востребованы, которые имеют имя, статус, авторитет, с их мнением считаются сегодня, ну скажем, работают в качестве блогеров и в качестве тех средств массовой информации, все равно я их так называю, без регистрации как средства массовой информации, но тем не менее от этого их значимость не уменьшается. Сегодня в нашем мероприятии принимает участие в режиме ВКС министр, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Семенов Анатолий Аскалонович, наш профильный министр, министр финансов Республики Саха-Якутия Жандуров Валерий Алексеевич. Поблагодарим Валерия Алексеевича за участие в нашем мероприятии, несмотря на свой очень плотный график, но понимая, насколько это важно сегодня вопросы государственной поддержки средств массовой информации, Валерий Алексеевич участвует в нашем круглом столе. Амбросев Василий Алексеевич, наш коллега, Василий Алексеевич, руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы правительства и приглашенные представители средств массовой информации. Если вы зайдете в раздел участников нашего сегодняшнего круглого стола, дорогие коллеги, вы все видите, кто там, что там, все друг друга прекрасно знаем. И поэтому я предлагаю перейти к разговору. Но Анатолий Аскалонович предупредил, что у него сегодня у его премьера совещание в 10 часов. Он успел подключиться? Анатолий Аскалонович, вы успели подключиться? Так. Министерство инноваций, можете ответить нам на вопрос? Просто здесь на экране не все окошки высвечиваются. У нас сегодня участников сколько стало? 22 участника у нас сегодня на круглом столе. Вот, хорошо. Давайте тогда я, наверное, начну. Задам, так сказать, определенный тон нашего круглого стола. Значит, все мы прекрасно знаем, что сегодня, как никогда, наши средства массовой информации нуждаются именно в государственной поддержке. Те же самые и государственные, и негосударственные СМИ в период пандемии с марта по включительно сентябрь месяц этого года, в связи с тем, что упал рынок рекламных заказов, падают подписчики у нас, тиражи падают, конечно, доходы, которые связаны с основным видом деятельности, у всех упали. Это касается и муниципальных наших районных газет, и республиканских газет, журналов, средств массовой информации, интернет-изданий, вещательные компании Саха. Поэтому, конечно, мы сегодня большие взоры обращаем в сторону нашего правительства. Все мы прекрасно знаем, что Айсен Сергеевич, понимая нынешнюю ситуацию, в этом году издал указ о грантовой поддержке негосударственных средств массовой информации. Многие здесь сегодня присутствующих получили эти гранты. И, конечно, это был очень большой шаг.
Кроме этого, правительством Российской Федерации были предусмотрены меры, которые предусматривали выплату единовременных субсидий, а также для тех СМИ, которые по состоянию на март месяц не уменьшили количество своих сотрудников, были предоставлены бюджетные суды на возмещение заработных плат в размере 12 тысяч рублей. Я знаю, что наши коллеги этой помощью воспользовались. Кроме этого, мы знаем, что эта помощь ноябрем месяцем заканчивается, но, к сожалению, пандемия не отступила, она у нас продолжается, меры предварительно продлены до 1 октября, и если эти меры ограничительные будут продолжены до конца года, то, скорее всего, и первое полугодие 2021 года, и, конечно же, в дальнейшем изменится в целом и структура отрасли нашей. И, конечно, участников нашей отрасли станет меньше, к сожалению. Мы это вынуждены констатировать. И поэтому от нашего сегодня разговора с вами очень многое зависит. Вот я вижу, что у нас присутствует, вот увидела в окошке Антонина Афанасьевна, приветствуем вас, заместитель председателя Государственного собрания Элтумен, наш куратор нашего комитета по делам образования, науки, культуры, СМИ, и в целом куратор социального блока. Недавно под ее руководством у нас прошел большой круглый стол по поправкам в Трудовой кодекс, в частности, статья 144, которая предусматривает, дополнительную поддержку в тарификацию работников бюджетной сферы, муниципальных унитарных предприятий. Это, конечно, было очень своевременное мероприятие. Сегодня мы в новостях уже прочитали, что Государственная Дума поддержала эти поправки. Очень много предложений пошло от нашего региона, вот благодаря своевременной работе, которую организовала Антонина Афанасьевна. И, конечно, нас это тоже напрямую касается. Вот видим, что подключился Анатолий Аскалонович. Анатолий Аскалонович, приветствуем вас. И хотим сразу передать вам слово. Спасибо. Да, вот сейчас просто закончилось совещание у председателя правительства. Коллеги, извините, что чуть-чуть задержался. Доброе утро. Всем рад всех видеть. Спасибо большое, Мария Николаевна, за то, что организовали круглый стол. Вообще, тема круглого стола, она назревала давно. Мы с вами это обсуждали. Давно мы в таком формате не встречались. А в принципе, поделиться, поговорить есть о чем. Всех нас интересует, какой год нас ждет в будущий год, 2021 год. Я к этому подвожу. Мария Николаевна, сейчас мы давно не собирались, поэтому и многими, наверное, я думаю, интересно, что у нас происходит. Вот. И вот сейчас хочу сказать, что в целом у нас во время вот пандемии министерство наше инициировало список сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях обучения. Да? То есть мы добавили АКВЭДы, эту работу тоже провели, это добавили деятельность в области телевизионного радиовещания, деятельность сетевых изданий, деятельность информационных агентств, печатных газет, да, и то есть мы эту работу провели, да, и также мы отработали с Федеральной налоговой службой, чтобы в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства попали вот отрасли СМИ и книжное производство. И там зарегистрировано сегодня 114 организаций индивидуальных предпринимателей. Вот, да, ну и вот хотел сказать, что да, у нас, несмотря на вот сложный год, удалось организовать при поддержке главы республики Арсения Сергеевича Николаева и вот Сергея Васильевича Местникова мы смогли все-таки вопрос дожать до конца. В прошлом году, вы знаете, не было этого. В этом году мы выделили 15 миллионов рублей на гранты независимых СМИ. 15 победителей у нас, 15 миллионов рублей. Список вы можете познакомиться, всех не буду сегодня перечислять, но я хочу сказать, что это очень хороший опыт. Мы единственный, на самом деле, регион на Дальнем Востоке, кто вот так из государственного бюджета поддерживает независимые СМИ. Это важно очень, не на словах, а на деле. И там хорошие направления на освещение как раз нашей деятельности, да, вот то, что происходит. И мы надеемся, что при поддержке вот нашего Минфина мы в следующем году эту цифру хотя бы сохраним, да, и то есть на следующий год продолжим эту работу, потому что это на самом деле очень важно. Но что касается следующего года, Валерий Алексеевич у нас здесь присутствует, да,
Следующий год будет очень в целом сложный для республики. Понятно, что пандемия коснулась всех отраслей экономики, в том числе компании «Алроса». Да, вы знаете, что там тоже такие сложности существуют сейчас, в том числе и с продажами, и с доходной частью. И, конечно, у нас в следующем году довольно дефицитный бюджет, и вот сейчас мы все находимся в таком очень режиме сжатия, скажем так. Да. Мы, конечно, максимально стараемся защитить все наши параметры, но вот Валерий Алексеевич не даст соврать, тут, да, конечно, очень сложно. И мы надеемся, что этот год, 21-й, мы достойно переживем и встретим столетие республики достойно. Да? Хотя я хочу сказать, конечно, нам всем нужно понимать, что оптимизационные процессы цифровизации, да, вот, они неизбежны. То есть нам все равно нужно максимально, как я вот вначале сказал, что у нас количество пользователей растет, причем многократно. Это показывает все метрики, и все, кто вот сейчас занимается интернет-дизайном, это видят. Да, и поэтому, конечно, нам нужно идти туда, где есть читатель, где наш... А сейчас я хотела бы предоставить слово Антонине Афанасьевне Григорьевой, заместителю председателя Госсобрания Илтумен, которая очень активно интересуется и всегда поддерживает вопросы, связанные со СМИ. Антонина Афанасьевна, пожалуйста. Добрый день, Мария Николаевна, и Анатолий Аскалонович, и все участники сегодняшнего совещания. Я заранее извиняюсь, просто через пару минут должна выехать на совещание в университет, тоже по очень важным проблемам, и поэтому я очень коротко скажу. Так, и, наконец-то, мне кажется, что в сфере СМИ сейчас складывается более благосклонный такой период и подходит. Почему? Во-первых, значит, в законодательном собрании именно эту сферу представляет очень активный, потом знающий, профессиональный человек в этом плане Мария Николаевна. Я 3 созыва работаю, и вижу, что впервые вот представитель СМИ достойно и очень активно, настойчиво ставит проблемы на СМИ и печати, и информационных в целом технологий на уровне Заксобрания. Второе, вот из всех, вот то, что у вас сейчас руководитель в лице Яни Ради, вот подхалимство и так далее, это, в целом, говорю, объективно, я считаю, что это справедливая оценка. Анатолий Аскалонович вот очень со своей командой начали энергично продвигать тоже давно-давно нерешенные вопросы в республике в области связи, информатизации, цифровизации. И я долго на этом не буду останавливаться. Просто из всех государственных программ при моем вот анализе, значит, 100% исполнение только вот вашей программы. И при том эффективность тоже налицо. Вот я бы хотела, чтобы вы так держали дальше, вы и ваша команда. В-третьих, сейчас новое руководство, Арсений Сергеевич, вот, и Андрей Анатольевич, я с ним предварительно разговаривала при встрече, естественно, ставила вопросы вашей сферы, нашей с вами, и тоже очень такое впечатление. И я надеюсь, вот опытный человек с таким большим жизненным управленческим опытом и вникающий в тонкости вот наших общих проблем, разговоров именно в сфере СМИ. Я думаю, что очень надеемся, что с вами вместе, что будут положительные результаты. Так, теперь я очень коротко. Значит, во-первых, самое-самое важное для любого человека, любого гражданина, это его благосостояние, а это связано с зарплатой. Поэтому вот этот вопрос нам обязательно. Сфера СМИ не избалована, журналисты не избалованный народ вот зарплате, да, но какие-то прорывы мы давно вообще не делали. Учителям, врачам, ну это положено, да, конечно, но, значит, многим сферам сделали вот работникам культуры прорыв
настоящий прорыв в зарплате. А вот СМИ у нас все там же. Поэтому, вот, конечно, вот самый больной вопрос, я считаю, это. Второе, и, конечно, вопросов очень много. Я с протоколом совещания внимательно ознакомлюсь. Второе, это в связи вот и с приближением юбилея республики и так далее, да, у нас социально значимая литература, вот финансирование сокращено, сильно сокращено. И не по вашей вине, вот профильного министерства, а Министерство культуры, значит, там некий представитель, я не назову, сократил аж на 10 миллионов. Примерно 16 миллионов всегда было. А как без книги, как без печати, да? И вдруг, тем более у нас они достойно представляют республику, везде они первые места занимают, ими восхищаются, их труды признаны в мире, а однако мы сократили из 16 до 6 миллионов. Поэтому вот я прошу вот эту часть, очень надеюсь, что мы этот пробел, тем более в преддверии больших юбилеев, не только самого издательства, но и всей республики, мы должны увековечить имена исторических личностей, более, значит, глубоко раскрыть историю каждого села, наследия города и заслуги республики. И поэтому нам, вот я очень прошу эти деньги вот как-то общими усилиями восполнить, и надеюсь, что значит, мы общими усилиями власти эту проблему решим. Все, спасибо за внимание. Я обязательно познакомлюсь с постановлением, с протоколом, то есть, да, и вместе с Марией Николаевной и членами профильного комитета будем принимать решения. Спасибо. Вот, Антонина Афанасьевна, вы очень прямо в точку указали, да, программа, по которой работает наша компания национальная БИЧИК, Министерство культуры относится, да, а по отраслевому признаку подчиняется Министерству связи инфокоммуникационных, значит, этих, да. И сегодня мы получили от компании БИЧИК предложение, в рекомендации нашего круглого стола обязательно включим. Спасибо. Но сейчас, коллеги, значит, наш регламент таков. Вижу, что более 30 участников у нас сегодня на круглом столе, и планируем работать до 12:30. Остался час, и если будет насыщенная работа, он пролетит очень быстро. Я предлагаю сейчас перейти к вопросам, коллеги. Я думаю, что вы меня поддержите. Поэтому сейчас передаю слово. Вот у нас участвует Анатолий Аскалович, министр связи, и Валерий Алексеевич Жандоров, министр финансов. Коллеги, пожалуйста, переходим к вопросам. Также принимают участие народные депутаты. Я думаю, вы по списочкам это все видите. Так что кто первый, кто просит слова у нас? Елена Гаврилина, вы готовы задать вопрос? Добрый день, Мария Николаевна. Да, конечно, готова задать вопрос. Ну, кто ответит, Аскалонович или Валерий Жандоров? Финансирование государственных СМИ, вернее, по госпрограмме в 2019 и 2020 годах цифра интересует, потому что до этого, с 16-го, данные есть. Это для начала. Спасибо. Еще раз повторите. 19-й год и 20-й год. Сколько вообще вот по госпрограмме на СМИ было направлено вообще в целом? Ну, у нас там в среднем, в целом, у нас с учетом поддержки и как раз независимых СМИ, и вот, как я сказал, поддержки национальной литературы, у нас где-то порядка чуть больше 900 миллионов вот, ежегодно. Но на следующий год у нас цифры, конечно, гораздо меньше. Вот. Это, имейте в виду, вот эта цифра чуть более 900 миллионов, это в 2020 году, да, Анатолий Аскалонович? Да, 20 и 19 год, примерно одинаково. Примерно одинаково, спасибо. Так, ну вот у нас просят слово парламентская газета Ламжи Будаев. Вы на связи, да? Коллеги, пожалуйста, да, пожалуйста,
Август Егоров, национальное наше издательство «Бичик». Ага, добрый день, спасибо, Мария Николаевна. Добрый день, дорогие коллеги, Анатолий Солонович. Ну, спасибо, Антонина Афанасьевна, она озвучила нашу проблему. Действительно, эта проблема стоит очень, достаточно давно. Последние 3 года этот вопрос решается, не очень хорошо, в ручном режиме, поручениями главы. У нас и в 19-м, 18-м годах, и в 20-м годах были урезания резкие 2,5-3 раза. И эту ситуацию, коллеги, при поддержке правительства и госсобрания, думаю, вы со мной согласитесь, пришло время решить системно. Вот как здесь было озвучено, мы относимся к программе «Культура», ведомственно относимся, конечно, к Мининновации. Проблему Анатолий Скалонович прекрасно знает, поэтому большая просьба рассмотреть тоже этот вопрос, чтобы нашу программу из культуры, где сидит строка на издание социально значимой литературы, перенести в программу Мининноваций. И, конечно, восстановить субсидию до 16 миллионов рублей в год, тем более в преддверии столетия нашей республики. Поэтому издание книги планов очень много, и не только детских, общественных изданий, но и литературу малочисленных народов севера. Планов очень много, а средств не хватает. Поэтому прошу нас поддержать, уважаемые коллеги. Спасибо. Вот я бы хотела еще обратиться к своим коллегам-депутатам, которые сегодня участвуют на нашем круглом столе. Если у вас есть какие-то пожелания или предложения, вопросы к нашим коллегам-представителям республиканских СМИ, прошу задавать вопросы. Я знаю, что у нас сегодня участвуют представители районных газет. Хотелось бы их мнение услышать, как им живется под крылом Сахапечати, как прошли мероприятия по объединению и какие сейчас задачи ставятся перед вами, да? И, конечно же, хотела напомнить, что многие мои коллеги-депутаты поддержали, когда я внесла проект закона о земском журналисте. Он сейчас находится в работе, получены все, предложения, замечания от заинтересованных структур, от правительства в том числе. Я надеюсь, что в ближайшее время мы вместе с Министерством инноваций его доработаем и будем вносить. Поэтому хотелось бы районные газеты послушать. Коллеги, вы на связи? Алданский рабочий. Алданский рабочий, пожалуйста, включите микрофон. Я говорю о указе главы республики номер 903 о развитии информационного общества на 2020-2024 год. Несмотря на то, что в каком бы статусе районные газеты не находились, в какой состав бы каких организаций не входили, главная их задача, первая, которая обозначена в этом указе, это реализация государственной политики в сфере средств массовой информации. Всем понятно, что сегодня у нас где-то насильно, где-то принудительно загоняют в цифровые сети, но оставаясь, голова у нас уже в 21 веке в цифровых технологиях, ногами мы все еще завязаны в прошлом веке, в штатном расписании, где у нас до сих пор есть печатник, у нас нет СМС-менеджера никакого, а обязанности эти на нас возлагаются. Я хочу, чтобы государство все-таки обратило внимание и поддерживало именно это направление, не только на словах, но и финансово. Потому что эти все, условно говоря, Инстаграм и остальные цифровые вопросы, у нас все это решается на добровольной основе. Когда мы ставим этот вопрос, звучит ответ, что из внебюджетных средств, пожалуйста, доплачивай. Я хочу, чтобы это было внесено в протокол как обращение к государству за государственной поддержкой. Если мы идем, в 21 век, мы должны это делать на основе соответствующей материальной базы, а не только требований и обязательств к тому, что мы должны делать. Спасибо. Понятно. Анатолий Скалонович, или у нас руководство Сахапечати ответит. Кто? Я прокомментирую. Ирина Александровна
Ну, во-первых, то, что Август Васильевич сказал, да, я вот тоже как-то не прокомментировал. На самом деле этот вопрос мы рассмотрели на балансовой комиссии, и, наверное, скоро будет согласительная комиссия на уровне Сергея Васильевича Местникова вместе с Минкультурой. Я думаю, понимание есть, если нас поддержат, то выйдет распоряжение НПА в этом году о передаче с 2021 года. Мы готовы, мы поддерживаем. Что касается вопроса Елены Александровны, я с ней абсолютно согласен, полностью. Мы как раз, я вот в своем тексте коротко сказал о том, что мы поменяли сейчас подходы по финансированию. Наконец-то, раньше мы считали только тиражи газет, сейчас мы перешли к сетевым изданиям. Сейчас как раз идет пересчет, и, конечно, тут довольно, скажем так, может быть, мы делаем это не очень быстро, но надо делать это быстрее. Да? И плюс, вот коллеги с Сахапечати тоже, наверное, скажут, да, мы будем пересматривать в том числе и штатное расписание, да, и подходы, и в части оснащения, в первую очередь, и финансирования. То есть мы должны, конечно, с точки зрения идеологии понятно, куда идти, но мы должны и инструменты дать, правильно, ресурсы для этого дать. Я согласен полностью с коллегами из Луганского. Большего хочу только сказать, что на самом деле, ну, здесь нужно еще и смотреть с точки зрения образования и переподготовки кадров. Это тоже очень важно. Да, и мы вот сейчас с Северо-Восточным федеральным университетом эту программу начали, и, мне кажется, надо включать туда, вот как раз в том числе, то есть мало иметь инструменты, надо еще уметь ими пользоваться. Про это тоже надо называть. Вот, Анатолий Скалонович, еще просили передать по вопросам, которые связаны с проблемой мирнинского рабочего. Тоже там, так сказать, накопились, так как очень долго была неопределенная форма собственности. Вот только в прошлом году именно министерство привело в соответствие, и вот как будто они по новой зажили, но, к сожалению, до сих пор, я насколько поняла, в колею они еще не вошли. Спасибо. Так, коллеги, поактивнее, пожалуйста, у нас уже 11:40. Кто-то еще может, наши представители Сахапечать, я вижу, да, Сахапечать. Можно задать вопрос? Пожалуйста, Олег. Здравствуйте, Олег Желунин, СМИ «Точка взаимодействия». Только не независимая СМИ. Нет независимых СМИ, есть свободные. У меня такой вопрос, наверное, к Министерству финансов. Дело в том, что по своей журналистской работе я здесь выяснил одну неприятную вещь. Как раз вы ее зацепили. Дело в том, что все музеи и так далее вынуждены работать в сфере информации. Это касается всех. Это Инстаграм и так далее, и так далее. Соответственно, они делают все, чтобы найти штатные единицы. Но дело в том, что Министерство культуры у нас находится в прошлом веке. И они даже не знают о таких вещах, что нужен там инстаграмчик и так далее, и так далее. И что получилось? Я хочу довести до вас. Вы знаете музей Хамуса? За финансовые, чтобы как-то продвигаться, он там его оштрафовало Министерство финансов на 4,5 миллиона рублей. Паркная история 2,5 миллиона рублей. Вот вопрос к Министерству финансов. Зачем как-то не штрафовать людей, которые хотят быть в цифровом пространстве, в таком хорошем, да? Дело в том, что они вынуждены делать штатные-то единицы старые. Соответственно, это нарушение финансового кодекса, я так понимаю. И вот здесь, вот в этом отношении, будет ли Министерство финансов, если честно, сокращать бюджет в СМИ будет или не будет на следующий год? И что нам ждать на следующий год вообще? Да, добрый день, Мария Михайловна, добрый день, участники круглого стола. Достаточно конкретный вопрос, если конкретизировать по музею Хамуса, то нам нужно просто посмотреть, как правило, если идет речь о штрафах, тем более там 4,5 миллиона рублей возврата, то для этого надо посмотреть, о чем речь. Идет, как правило, если идет взыскание, то это в основном идет по итогам акта проверки ревизионной службы Министерства финансов, как за нецелевое использование. Больше ни за что мы не взыскиваем денежные средства. Мы посмотрим, так, в чем там проблема. Вы сами говорите, что у них что-то со штатным расписанием. Для такого небольшого учреждения, на самом деле, кстати, сумма большая. Да. Разберемся. Но, честно говоря, наши ревизоры работают в регламентах, утвержденном и проверенном и федеральным казначейством, и Минфином России.
бюджетный кодекс, он такой же кодекс, хотел бы напомнить, как и все остальные кодексы, начиная с административного кодекса, заканчивая другими гражданскими кодексами и так далее. Да? Кодексом земли и самый последний, конечно, уголовно-процессуальный кодекс. А бюджетный кодекс именно такой же. С этим мы можем разобраться. Что касается видимо, вы говорили о финансировании на следующий год, Анатолий Александрович правильно сказал, что действительно этот год действительно был сложный, и вы знаете, что 2020 год столкнулся, вы как представители средств массовой информации, наверное, более всех об этом информированы, так? Со слов всех первых лиц государства и на прошедшей недавно Генеральной Ассамблее ООН, где каждый из руководителей, тем более ведущих стран двадцатки, все высказались о том, что, безусловно, экономика всех стран столкнулась с резким снижением экономики стран из-за ограничений деятельности. Это вам прекрасно известно, безусловно, экономика Российской Федерации также испытала, и вот на Московском международном финансовом форуме, который оценивался буквально 4 ведущими людьми, это Силуанов, министр финансов, Набиуллина, председатель Центрального банка, крупнейшие субъекты Федерации город Москва, Собянин, и представители финансовой системы ВТБ, Костя. Они отметили, что валовый региональный продукт в этом году снизится на 4%. Сама цифра, может быть, кажется небольшой, но это очень существенно. Но, тем не менее, принятые меры с 17 марта 2020 года в Российской Федерации признаны как адекватны. Собянин правильно подчеркнул, меры не должны быть ни максимальные, ни минимальные, они должны быть адекватные. И тот опыт, который Российская Федерация вынесла из введения тех мер, ограничительных, в том числе и развертывания всей системы здравоохранения, поддержки и медиков, и социальных работников, в том числе семьи с детьми, признано, что все-таки в Российской Федерации эти меры были достаточно адекватные, которые позволят даже экономике снизиться всего лишь на 4%, в то время как в развитых странах, где, к сожалению, меры были приняты достаточно либеральные, снижение составляет от 6 до 8%. И поэтому следующий год, 2021 год, исходя из этой низкой базы, будет, конечно же, достаточно низкий. Мы пока, я вам скажу откровенно, инерционно в течение 6-8 месяцев, и 8 месяцев касается бюджета, его достаточно нормально исполняем в плановом режиме. Но вы знаете, что мы, конечно же, компании, бюджетообразующие компании, которые испытывают сложности по реализации соответствующей выручки и отсутствия налоговой базы, то 2020 год мы, конечно, прогнозируем снижение доходов, и это перейдет, к сожалению, и на 2021 год. Поэтому то, что Анатолий Александрович сказал, что то направление, когда нам нужно достичь либо заданных результатов, но с имеющимися ресурсами, так, либо достичь наилучших результатов уже с наименьшими ресурсами. А вот эти два принципа, экономности и эффективности, они выходят на первый план сейчас. То есть первое – это экономность, второе – это эффективность, то есть достижение наилучших результатов при наименьших объемах любых ресурсов. Поэтому на 2021 год у нас действительно мы будем испытывать, поскольку никто не отменял повышение социальных обязательств, они у нас растут. По средней заработной плате целевых категорий бюджетной сферы в майских указах 2012 года, вы знаете, это педагогические работники, медицинские работники, работники культуры, социальные службы, по которым мы будем всего придерживаться тех целевых показателей, это 100% уровня средней заработной платы в среднем по отрасли и так далее. А это потребует, конечно же, как и в этом году, дополнительных ресурсов не менее 3 миллиардов. Также у нас растут и платежи по коммунальным услугам, субсидию КК. Вот, на мой взгляд, две большие сферы, которые растут темпами, несмотря на то, что доходы у нас не будут расти. И, соответственно, как вы понимаете, с вопросом они вытесняют. То есть в следующий год, если, допустим, говорить про финансирование, я завершаю, да, Анатолий Александрович говорил в этом году сама государственная программа развития информационного общества на 2020 в этом году составит 1 289 000 000 рублей. Делится она, конечно, на печатные СМИ, на электронные СМИ, на
В основном большая часть идет на телевидение и радиовещание. Отдельная строка у нас идет на трансляцию. Это около 215 миллионов телерадиовещания, о том, что Андрей Васильевич говорил, трансляцию нашего, в том числе, аналогового пока сигнала по всей республике. Так? На следующий год, да, цифры существенно меньше, и нам предстоит в первом чтении мы сформировали проект закона. Сейчас мы его направили на заключение Минфин России, и мы обязаны до 10 октября представить Государственное собрание ЛТМН для первого чтения параметров бюджета. Вот первое чтение как раз будет касаться, и мы будем говорить о параметрах, то есть о тех доходах и расходах в целом, которые сформируются по прогнозу доходов. А ко второму чтению нам нужно будет решить достаточно несколько сложных задач, в том числе мы признаем, что сейчас программа сформирована по принципу того, что в первую очередь предусмотрены средства на социально значимые расходы, а впереди, вы, как вы знаете, фонд оплаты труда стоит, и потом уже по набору средств мы подходим к содержанию. Там будут серьезные вопросы по содержанию, наполнению средств содержания учреждений в первую очередь, так? И второе, это уже на поддержку направлений, которые должны быть, конечно же, и самим министерством, и самим сообществом выбрано как приоритетные. Ведь что такое оптимизация расходов? Ну, любых направлений, решений. Это выбор, в первую очередь, приоритетных направлений, на которые необходимо направить средства, которые имеются у нас в нашем распоряжении. Вот это вот приоритизация расходов, в первую очередь, так? И затем оптимизация, то есть повышение экономности и эффективности имеющихся ресурсов. Это будет в первую очередь стоять. Я хотел бы прокомментировать слова вот с точки зрения автоматизации, информатизации. Мы полагаем, что это вопрос тоже не только оптимизации расходов, но и расширения, насколько я понимаю, аудитории эффективности деятельности. Так? А ведь, насколько я понимаю, достижение аудитории, как она там несколько раз учит, при имеющихся ресурсах можно достигнуть. И как вот представитель алданского рабочего правильно говорили, что мы должны все-таки в 21 век войти, как говорила Елена Сергеевна, с 20 века все-таки оставшийся щит вытащить ног, да, как она говорит, ногами, так? Головой-то все там, мы всегда мечтаем о всем большем. Да? Но меня удивило, что в штатном расписании печатники находятся. Вы помните, Мария Николаевна, вы помните, в прошлом году какие усилия прилагало правительство, Мария Николаевна, чтобы упорядочить штатное расписание. Хотели начать с муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, дошли бы и СМИ. Ведь речь шла об этом именно об этом. Что убрать все 20-25-летние завалы в штатных расписаниях, регламентах, положениях. А во что вы это превратили? Что якобы мы занимаемся сокращением штатной численности в учреждениях социальной сферы муниципальных учреждений. Регламент, время. Спасибо большое. А то, что печатники, ну, конечно, это же безобразие. Да. Это работа министерства должна быть круглосуточная. Именно это их полная обязанность. А особенно государственное автономное учреждение Сахапечать. Директора, который с января должен был давно штатное расписание поменять. Чем они руководствуются? Я, Валерий Алексеевич, по печатникам вам скажу. Дело в том, что у нас на самом деле, я вот... Методиками РСФСР. Александр говорит, не, на самом деле они же печатают газету-то, как это печатника не будет? Вот сейчас у них мы сократим деньги на издание... Менеджер должен быть. Не будет они печатать газету свою, полностью цифры уйдут, тогда печатник... Я говорю со слов только руководителя, который работает на земле, печатая газету. Так и сделаем. Валерий Алексеевич, не могу тоже вставить, как говорится, свои 3 копеечки, но в прошлом году, когда неимоверными усилиями наше министерство оптимизировало, соединило районные редакции под крыло Сахапечати, сэкономили 35 миллионов, вы их изъяли. А надо было оставить... Не дали денег на переход на 21 век, Валерий Алексеевич. Не дали нам перейти. Мария Николаевна, я прошу прощения, это не мы изъяли. Хватили нас за ноги и оставили в 20 веке, Валерий Алексеевич. Да. Да. Мария Николаевна, чтобы у нас коллеги в 22 году понимали, да, полномочия Министерства правительства, председателя и главы республики и председателя Госсобрания, нужно сказать, что Министерство финансов не олицетворяет полностью все правительство. Это было решение правительства. Да, конечно, мы понимаем, Валерий Алексеевич, вы тоже в таких непростых условиях. Я прошу
всегда это помнить. Да, Что это да. решение было председателя правительства. Ага, Валерий Алексеевич, все понимаем, вы тоже в непростых условиях работаете. Конечно, республика, она у нас социально ориентированная, нужно обязательства выполнять. Но мы сегодня конкретно как раз для того и собрались, для того, что вот видите, как хорошо, что вы узнаете о тех проблемах, которые волнуют наших коллег. И вот сейчас Павел Ксенофонтов давно просит ему предоставить слово, если разрешите. Валерий Алексеевич, очень прошу вас не покидать, потому что, наверное, еще будут вопросы к вам. Спасибо, Мария Николаевна. Буду кратко. Валерий Алексеевич очень много времени занял. У меня предложение напомнить нашим коллегам из правительства о том, что мы в прошлом году приняли программу сохранения и развития государственных и официальных языков республики. К сожалению, финансирование там довольно скудное, не совсем такое хорошее, да? И вот наши вот издания, Бичик, пусть это будет, да, Кескиль будет, да, НВК будут, они в этой программе тоже должны быть отражены как элементы финансирования. Поэтому протокольно просьба, значит, первое, куратору данной программы, это, я так понимаю, Министерство образования, да, предоставить Государственному собранию Алтумен отчет по исполнению на текущий момент за 9 месяцев по 2020 году. Ну и, соответственно, планы по 2021 году, посмотреть, что предлагает Кескиль, Бичик по включению в данную программу. А, Валерий Алексеевич, я очень хотел бы попросить, чтобы вы поддержали данную программу, потому что сохранение государственных языков – это одна из наших основ нашей государственности, о которой мы будем отвечать 27 сентября. Я хочу отметить о том, что по данному направлению, допустим, да, условно, да, говоря, у нас два государственных языка, это русский и язык саха, да, но если финансирование посмотреть по разделам, да, то получается, что мы львиную долю, 70 почти процентов, отдаем на развитие языков коренных малочисленных народов Севера. Я не говорю, что их нельзя поддерживать, я говорю о том, что приоритет все-таки должен быть паритетный. Направление должно быть паритетное. Поэтому, может быть, где-то там отметить можно, да, Мария Николаевна, в протоколе о том, что Министерство образования, чтобы этот момент тоже учли, о том, что мы, как депутаты, как народные депутаты от республики, будем следить за тем, чтобы была какая-то справедливость и паритетность в этом направлении. У меня все. Павел Валерьевич, очень хорошее, значит, напоминание. Я хочу вам сказать, что с Феодосием Васильевичем предварительно мы весной, кажется, когда верстали планы на 4-й квартал, планировали провести мероприятие, связанное именно с исполнением этой программы. Это немножко сегодня аудитория, скажем, такая размытая, но, конечно, наши коллеги все поддержат, думаю, вот этот тренд по сохранению наших языков. Хочу все-таки защитить языки малочисленных народов, их совсем у нас мало, поэтому то, что программа малообъемная, мало финансируемая, я с этим согласна, поэтому предлагаю инициировать отдельное мероприятие, посвященное именно исполнению этой программы. Спасибо. Ну, спасибо, это можно включить в протокол тоже. Чтобы... Да, будем включать в протокол. И сейчас, значит, Наталья Иванова просит слово у нас давно уже. Наталья, Мария Николаевна. Угу. Добрый день, уважаемые друзья. Наталья Ивановна, здравствуйте. Я буквально два слова хотела бы сказать о финансировании издательства «Бичик» и журналов литературных. Когда речь идет о социально значимой литературе, это речь идет не только об исторической литературе или о какой другой литературе. Ведь таким образом правительство, власти поддерживает опосредованно развитие литературы всех народов, которые проживают в республике. У нас литература создается на 5 языках. И я не буду там хвалиться или что-то добавлять от себя, но дело в том, что 3-й год подряд сокращается финансирование Бичика, и 2 года подряд я обращалась к главе республики с просьбой пересмотреть этот вопрос. И по нашим писательским письмам были даны поручения. По-моему, больше это особо никого, кроме издателей, и нас не беспокоит. Мне кажется, нужно помнить всегда о том, что это поддержка развития национальных литератур. И второе, вопрос, про который я хотела сказать, я не знаю, как там Сахапечать нынче выходит по
финансированию, но у них нет финансирования приложений, журналов «Полярная звезда» и «Чолбон», которые очень и очень нужны были для молодых, для тех, кто работает в литобъединениях в районах. Это был единственный выход на большого республиканского читателя на русском, на якутском, на языках народов, малочисленных народов Севера, на уровне вот тиража журналов «Чолбон» и «Полярная звезда». Я не знаю, как в этом году предусмотрено это финансирование приложений или нет, этого я, к сожалению, не знаю. И по БИЧИК еще одно положение, которое Август Егорович уж, наверное, он даже боится заикаться об этом, поскольку раньше шло отдельно, Валерий Алексеевич, вероятно, помнит, отдельной строкой шло финансирование проекта, 125-томного проекта изданий классиков якутской литературы и народных писателей. Последние годы это у нас совершенно захерело. БИЧИК, конечно, попытается издать по одной книге ежегодно. Мне кажется, при моей жизни это дело не осуществится. Из 125 томов на сегодня издано около 60 томов. А проект начат был в 2005 году. Мне кажется, этот вопрос тоже стоит внимания. Спасибо. Спасибо, Наталья Ивановна. Спасибо. Так, Сахапечать, к вам... Да, Мария Николаевна, можно я скажу спасибо? Марина, я извиняюсь, Жандоров, я сейчас в 12 часов должен участвовать в совещании у Тарасенко. Ага, Валерий Алексеевич. Прошу прощения, могу отключить. Да, Валерий Алексеевич, вот прозвучал вопрос, кстати, по этим 125 томам все-таки, потому что к столетию нашей республики мы все готовимся, и надо понимать, это действительно был бы большой вклад в переиздание наших классиков. У вас есть какая-то информация по этому поводу? Они сказали, что с прошлого года, Наталья Ивановна говорит, что и эту статью сократили. Мария Николаевна, к сожалению, я не курирую эту тематику. Министерство культуры, наверное, да, Бичи? Хорошо, мы переадресуем тогда им вопрос. Переадресуем. Спасибо, Валерий Алексеевич, за участие. Мы вам обязательно наши рекомендации направим и будем надеяться на то, что вы нашу отрасль поддержите. Спасибо большое. Спасибо. Так, пожалуйста, значит, у нас Сахапечать на связи. Да, Мария Николаевна, спасибо. Во-первых, я очень благодарна Марии Николаевне Христофоровой за организацию этого очень актуального и злободневного круглого стола. Наша тема – это зарплата, да. Очень жалко, что вышел Валерий Алексеевич. Я бы тут хотела добавить ко всему сказанному, что из 100% субсидий, которые получает Сахапечать на данный момент, 88% это фонд заработной платы. И налоги. И налоги, да. То есть на развитие у нас, а все остальное у нас уходит на оплату коммунальных расходов. Вот очень жалко, что Валерий Алексеевич не услышал, да, меня. Это у нас фонд и оплата коммунальных расходов. Немножко хватает, может быть, на типографские расходы. А печатник сегодня, да, у нас есть, и он реально прямыми своими функциями занимается. Печатник печатает на печатных машинах печатные газеты. Вот мы сегодня находимся сейчас. Я приступила к своим обязанностям в июне этого года. Мы составили дорожную карту и начали формировать переход на сетевые издания поэтапный. То есть мы только начали это разрабатывать, вносить. Мы понимаем, что нужно внести изменения в классификатор должностей, должностных обязанностей. Это у нас должны быть те, кто занимается цифровизацией районных газет. Да? Это все идет, оно в работе, в процессе. И стоит заметить, что вот Наталья Ивановна сказала, да, про приложение. У нас они обязательно должны выходить, но, как видите, у нас средств на печать дополнительных приложений, к сожалению, не хватает.
И по зарплате, да, вот я видела заключительные рекомендации, очень правильные были у Марии Николаевны там включены, что приравнять зарплату работников средств массовой информации к зарплате работников культуры. Сейчас у нас большая разница появилась, и идет, как сказать, отток наших специалистов в сферу культуры. Это тоже стоит заметить, да, и очень большая надежда на программу, которую вы вот продвигаете, Мария Николаевна, по земскому журналисту. Это очень сейчас необходимо, хотя бы так, да, хотя нужно было бы и более системно подходить, но сейчас в наших условиях эта программа могла бы нам чем-то помочь, особенно с кадрами в северных арктических улусах. Там очень нужна поддержка нашим коллегам. Но как бы работа ведется, мы все понимаем ситуацию, в которой оказалась не только наша страна, весь мир, да, и пытаемся всеми силами выходить. Мы понимаем объективную ситуацию, которая сегодня сложилась в стране в целом, нашей республике, с доходами Алроса, с доходами республики. И поэтому тоже как бы это нужно принимать адекватно, да, что когда нужно подпоясаться немножко, да, всем и понимать ситуацию в целом, когда мы не можем себе позволить лишнего, но и тем не менее продолжать как бы работать. Все мы по призванию журналисты, да, это мы работаем большей частью по зову души и сердца, и все люди, все, вот, кто находится, мы болеем душой за свое дело, за то, что мы делаем. И иногда мы можем позволить немножко себе сделать чуть больше, чем мне написано в должностной инструкции. Когда кругом вот, тяжелое время и необходима поддержка. Вообще по отрасли в целом, моральная поддержка друг друга. Вот мне кажется, после такого падения экономики всегда бывает рост. Вот это трудное время сейчас, вот и предстоящий год, нам нужно быть вместе, держаться и работать чуть больше, чем надо, просто по своему духу и выбранному в жизни своему пути. Спасибо. Ага, спасибо. Ну вот все мы так и делаем. И, конечно, то, что сегодня у нас более 30 участников нашего круглого стола, это все самые активные, скажем, участники вот этой нашей отрасли, в большинстве своем мои коллеги-журналисты. Как раз это и есть подтверждение того, что не во имя, а вопреки мы все работаем. Вот начиная от нашего министерства, я знаю, как Анатолий Аскалонович, у него там в кабинете свет горит до 10 вечера, до 11 вечера, и практически круглосуточно с разницей вот того, что ему надо много массы вопросов решать с Москвой, да, кончая, конечно, вот тем же печатником, который в Алдане печатает газету «Алданский рабочий». Все мы впряглись, и все мы работаем. Но действительно, мы сегодня на круглом столе собрались для того, чтобы еще изыскать какие-то резервы, может, и человеческие, и финансовые, и организационные, мотивационные для того, чтобы преодолеть эту ситуацию. И дай Бог, чтобы через год в том же составе мы были, видели друг друга, еще большим составом собрались, и тогда мы будем понимать, что протянули друг другу руку в самый нужный момент, и все остались на плаву, все остались, как говорится, в колее и в отрасли. Вот. Дорогие коллеги, у кого еще есть вопросы, пожалуйста, я бы Мария хотела... Николаевна, дайте слово. Угу. Кто это у нас, Мария пожалуйста? Николаевна. Не всех вижу. Кто у нас хочет говорить? Мария Николаевна, дайте слово. Евгений Романович хочет. Евгений Романович, видим вас. Да, спасибо. Пожалуйста, наш коллега Да, Евгений Романович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я вот подойду как раз не с другой стороны к данной теме. Вы все на бюджет, как говорится, уповаете, где взять денежные средства. Я вам скажу, такой вопрос у меня стоит. Вот как говорится, общественный заказчик по теме. Вот стройиндустрия. На сегодняшний день вот строительная индустрия Российской Федерации
Министерством строительства определяется более триллиона рублей. Вот читаю, значит, про наши строительные организации, где-то в дальневосточных газетах, а ведь проблема-то у нас очень большая, да? И если бы на сегодняшний день подключилось сообщество вот, именно репортеров, рассмотреть данный вопрос. Вот, к примеру, я задал вопрос Министерству строительства по настоящий момент по системообразующим организациям. Да, мне дали 10 организаций. А где стоит, значит, наш кирзавод? Такая крупная организация, куда она подевалась? Давайте все-таки осветим, посмотрим. Вот, допустим, поддерживают базальтовый завод, а кирзавод забыт. Скажем, поддерживают ОАГДезия, Гезия, да, действительно, по реструктуризации до должности. А, скажем, строймонтаж 202 на сегодняшний день, он пытается уже который год, значит, выплыть. Там у него получились какие-то накладки, значит, по банковской системе. Пытается, но его не поддерживают. Давайте все-таки общественность, значит, поднимется. Давайте разберемся в той индустрии. И самое основное на сегодняшний день – это наши кадры. На сегодняшний день мне дают такую установку. 60, более, значит, 50%, 55% это приезжие строительные, значит, рабочие профессии, и только 45% местные. На сегодняшний день у нас не хватает кадров. Это вот чисто рабочих кадров. Получается, на сегодняшний день подключили и строй, значит, отряды и прочее. Но это та сила, которая вот временная. А, значит, наши, допустим, учебные заведения не отвечают пока тем запросам сегодняшнего дня. А то, что поставить перед нами, допустим, проблему от Министерства строительства на будущее до 2025 года, мы совершенно не можем перекрыть. И те вот там 4 техникума, которые на сегодняшний день обозначены, конечно, не решат вопрос. У нас, значит, дается штукатура, маляр, отделочник, бетончик, каменщик. А где у нас действительно серьезные, значит, инженерные, прорабские, значит, должности, которые действительно должны вести и формировать, ну, те же архитекторы. На сегодняшний день у нас, допустим, точно 5 строительства в Якутске. Почему? Потому что действительно у нас не хватает научного потенциала, чтобы развернуть это все, площадок где-то построить, действительно еще микрорайоны, расшириться. Этого у нас нет. И я смотрю, действительно у нас в печати об этом очень мало говорится. А ведь это, если вы возьмете интервью, действительно это и какая-то... Я думаю, что любая организация на сегодняшний день, и вот, значит, и системообразующие, и те, которые на сегодняшний день имеют свои проблемы, ну, дали бы интервью, или как платное там у вас все это было бы. Я думаю, мы смогли бы с вами заработать на этом, да, и действительно какой-то положительный эффект вот в нашем обществе, в стройиндустрии отразилось бы должным образом. Поэтому я все-таки предлагаю вот эти ключевые вопросы по кадрам, по тем организациям, системообразующим, которые на сегодняшний день, как говорится, в стороне остаются, ну, как-то осветить должным образом и привести вот хороший потенциал. Спасибо. Ну, спасибо, конечно, немножко не по теме, но тем не менее оно как бы опосредованно касается... Я как заказчик выступаю, а не только в теме того, что на сегодняшний день репортеры жалуются на свою судьбу. Это действительно те люди, которые на сегодняшний день по коронавирусу, они же работают. Евгений Романович, вы не правы, мы не жалуемся на свою судьбу ни в коем случае. Мы сегодня обсуждаем наши корпоративные вопросы. Хорошо, спасибо большое. Так, кому сейчас слово предоставляем? Кто там у нас? А можно вопрос, Мария Николаевна? Да, Елена, пожалуйста. Спасибо еще раз. Интернет-газета в Якутии.ру, Елена Тихонова. Вот такой вопрос. Анализ данных Министерства финансов Якутии позволяет делать тот вывод, что финансирование СМИ по государственным программам, да, оно, государственных СМИ, идет в коридоре от 900 миллионов до 1,2 миллиардов рублей, начиная с 2016 года. И вот тем более сегодня министр еще раз отметил, отвечая на вопрос, что в 2019 и в 2020 годах примерно одинаковая сумма была около 900 миллионов. Да? И вот такой вопрос, пользуясь моментом, большое спасибо руководству республики, что в этом году 15 грантов главы распределены между негосударственными СМИ, да. Будем отрабатывать, конечно, это требует большой ответственности, потому что темы очень актуальные. Вот, но
Судя вот по тому, что нам говорит и история, и опыт прошлых лет, да, смотрите, вот если взять только 2020 год, вот эти 15 миллионов, которые получили 15 победителей открытого конкурса по 15 ключевым темам развития республики и ее проблемам, да, это, смотрите, 15 миллионов, это от в среднем 1 миллиарда возьмем, да, округлим, чтобы было понятно, это всего лишь 1,5%. То есть та сумма, которая в этом году пошла и в прежние годы была близкая к этому, да, она составляет всего лишь 1,5% от общего объема финансирования государственных СМИ по государственной поддержке. Это очень мизерный процент, и как раз вот на совете редакторов, который раньше проводил Александр Ильич Борисов, и после этого Анатолий Аскалонович, говорят, тоже пару раз собирали, да, совет редакторов. Вот этот процент, то, что он мизерный, я года 2 назад тоже говорила, да, он с этим соглашался, ну, все члены совета редакторов. И вот скажите, пожалуйста, такой вопрос участникам круглого стола, почему нельзя увеличить и охватить больше независимых, негосударственных средств массовой информации государственной поддержкой? Мы видим, да, вот даже сегодняшний разговор, это лишнее тому подтверждение, то, что речь все время идет о государственных СМИ. Меня слышно, нет, вообще? Да, слышно. Ага, спасибо. В общем, такой вопрос. Нельзя ли вот как-то добиться того, чтобы независимые СМИ, независимо от своей формы, хоть это телевидение, хоть интернет-издания, хоть там зарегистрированные СМИ, там журналы или вот какие-то вот, ну, подобные, да, издания, негосударственные, могли быть охвачены государственной поддержкой. Потому что, смотрите, мы же приняли вот с таким пафосом, да, патриотично, по зову души, как говорится, да, Конституцию России в этом году обновленную. И скажите, пожалуйста, вот там везде говорится, и в прошлой, в прежней Конституции, и в новой, тем более, о равноправии всех участников, там, любых отраслей, граждан, сообществ, да, в этом плане посмотреть. И я не предлагаю, то есть все мы, коллеги из независимых СМИ, мы не предлагаем увеличивать финансирование, то есть уходить там на 1,5 миллиарда или сколько-то. Просто здесь хочу привести слова Айсена Сергеевича Николаева, сказанные им на его первом брифинге. Это было 2 октября 2020 года после инаугурации. В 2018 году. В 2018 году, ровно 2 года назад, вопрос задавало наше издание о том, что планирует ли новая власть республики каким-либо образом переформатировать работу государственных СМИ, которые работают и в те годы еще, да, работают хорошо, но, конечно, не очень качественно, то есть они могут работать лучше. И на этот вопрос Айсен Сергеевич 2 года назад ответил, что, вот прямо читаю, переформатирование госсми, да, такие изменения будут. При этом руководитель региона подчеркнул, цитирую, что по госсми, к сожалению, недостаточно эффективно тратим деньги. Но именно какие изменения планируются, на тот момент новая команда только начинала работать, конечно, не было подробностей. После этого прошло 2 года, а ВОС, как говорится, и ныне там. Финансирование остается на прежнем уровне. Негосударственные СМИ, спасибо, что в этом году, вот и в прошлые годы вот грантовая поддержка охватываете, но еще раз, это недостаточно, и если возможность какие-то механизмы разработать, чтобы было больше вот таких грантовых, может быть, и других открытых конкурсов, чтобы мы, участники, могли быть охвачены. Почему? Объясню. Потому что, смотрите, сегодня государственные СМИ наши, которые работают, они, ну, наверное, по всей стране, конечно, и в других регионах идет упор на освещение работы властей. То есть там идет пиар властей, акцент-то ведь на самом деле должен делаться на проблемы людей, проблемы отраслей, в целом развитие республики, да, но у нас вот так везде, видимо, жизнь такая в России и в Якутии, в частности, что у нас в первую очередь государственные СМИ работают на власть. Да, я еще быстро сейчас скажу, почему об этом имеется в виду речь, что госсми могут работать, значит, лучше, а мы, частники, тоже можем работать лучше, но для этого у нас нет возможности, просьба вот рассмотреть и как-то, может быть, еще раз встретимся, Мария Николаевна, вы подумайте над этим. И другим участникам спасибо.
Мгм. Так, ну, наверное, Анатолий Аскалонович, вы у нас остались один в ответе за все. Да нет, это абсолютно нормально. Лена Гаврилина очень, хороший вопрос Спасибо. задает. Да, Лена Гаврилина, вот, во-первых, конечно, цифры у вас, ну, как бы, вы называете не точно. Анатолий Аскалонович, я Они еще хочу взяты, буквально мои одно цифры слово вставить. вот откуда. У меня прямо настольная книга по бюджету за 3-4 года последних. И я к Ага. тому, что давайте не перебивать, да, Елена Гавриловна. Я хочу сказать, что время-то немного осталось. Я хочу сказать, что у нас с учетом газеты «Кым», которая тоже не государственная, с учетом других, которые мы финансируем, у нас там больше 30 миллионов, примерно где-то 35 миллионов рублей уходит напрямую, да, напрямую в негосударственные СМИ. То есть это уже как минимум, как вы сказали, не 1,5%, да. Конечно, сумма небольшая, но вам нужно две вещи понять. То есть на самом деле у нас, по сути, вот эта сумма, да, сумма, которую вы называете, это порядка где-то 700 с лишним миллионов. Это, по сути, две структуры, это СХ-печать и НВК СХ. И, как сказали коллеги, это заработная плата в основном. То есть устные газеты, да, давайте вот они станут самостоятельными, вы предлагаете их, чтобы они сами себя содержали в устной газеты. Да, и это первое. Второе, национальная вещательная компания СХ, это который, вот как Павел Ксенофонтов сказал, да, который ведет такую большую, на самом деле, серьезную, единственный регион, который имеет такую большую территорию охвата, да, это содержание всех передающих станций, да, и там почти 200 миллионов это передающие станции, по сути, да, и содержание вот, ну, именно достойных, я считаю, телеканалов, да, то есть ни один, получается, ну, как сказать, частник не потянет содержание такое. Мы бы с удовольствием это рассмотрели, да, предложение от частных структур построить вот такую сеть, да. Да ради бога, давайте посмотрим. Ну, я еще раз говорю, то есть по сути это вот вся сумма 900 миллионов, 700 с лишним миллионов, это две структуры делятся. Поэтому здесь я хочу сказать, что и мы ставим вопросы, на самом деле, больше как раз вот Валерий Алексеевич, я вот, Мария Николаевна в курсе, все поддерживают, да, мы ставим вопросы, чтобы на самом деле, как Миргана сказал, надо больше денег давать как раз на развитие, на самом деле, потому что так или иначе, да, мы же все взаимосвязаны. Внутри, чем больше денег государственные СМИ получает, тем тоже поддержка независимых и негосударственных СМИ тоже идет, потому что идет постоянная коллаборация. Коллеги, это вот, знаете, вот как я вам пример приведу, когда, то есть вы сидите все в одной лодке на самом деле, мы все сидим в одной лодке. И сейчас, когда мы друг у друга это одеяло перетягиваем, вот сейчас скажут, ну давайте меньше дадим денег госсми. На самом деле мы знаем, что многие журналисты работают параллельно, да, и да, подрабатывают и там, да, и в том числе на федеральные СМИ, и ведут блоги свои, да, и если меньше денег госсми пойдет, поверьте, и независимые СМИ тоже от этого потеряют очень много. Я пример приведу, что сейчас, допустим, в мире почти где-то больше 300 миллиардов долларов вкладываются в альтернативную энергетику. И поверьте, это приведет к каким-то... То есть когда идет сокращение чего-то, а увеличение другого, все от этого выигрывают. Сейчас мы тоже должны понимать, что, вот, да, я согласен, надо больше поддерживать. В прошлом году грантов-то не было, в следующем году мы поставили 30 миллионов, допустим, на грант. Но как нас правительство поддержит, в том числе мы тоже дружно об этом говорить. Я вот с Сергеем Романовичем согласен по поводу строительного сектора. То есть нам нужно немножко шире смотреть на эти задачи. И вот то, что вы сказали, совет редакторов, да, Елена говорит, давайте встречаться, вот мы сейчас скоро будем подписывать с вами договора, да, давайте встретимся, обсудим. То есть надо, вот мы открыты к диалогу, да, и мы говорим, давайте вместе вот эти вопросы как-то решать. Но призываю не пытаться разделять это. Я смотрю как бы на отрасль. Спасибо. Вот, Анатолий Скалович, мы уже говорили о том, что в прошлом году как раз эти сэкономленные деньги были сняты. Насколько мне известно, часть из них как раз и тоже планировали
направить на эту грантовую поддержку, но, к сожалению, вот видите почему, вот произошел разрыв между 2018 и 2020 годом, и поэтому нынче, когда вот люди увидели, что грантовая поддержка возобновлена, все вспомнили, что в прошлом году ее не было. Вот. И поэтому просто, понимаете, наши коллеги, которые нынче удостоились получить эти гранты, они не уверены в том, что в будущем году тоже смогут иметь возможность участвовать в этих грантовой деятельности. Но если вот в будущем году такая сумма вами заложена на грантовую поддержку, мы это только приветствуем, потому что жизнь дорожает. Естественно, 30 миллионов заложили. Да, 30 миллионов. Я думаю, что не только 15, как нынче, наших коллег, но и гораздо широкий круг журналистов смогут участвовать, авторы уникальных проектов. Вот я знаю, что Лена у нас будет писать, освещать, по-моему, вопросы Арктики, да, Елена? Дальнего Востока. Дальнего Востока, да. Это же вообще сегодня тема номер один, да, и вот... Абсолютно, я считаю, что это своевременная мера была. Ну и, конечно, дорогие коллеги, у нас время уже подходит к концу. Всем большое спасибо за участие. Поздравляю вас с наступающим 27 сентября. Это такой наш знаковый день, когда мы все свидетели тех замечательных событий в большинстве своем, которые радовались нашему суверенитету, нашей республике. И желаю всем в условиях нынешних, скажем, ограничительных мер здоровья прежде всего. Главное — здоровье, ребята, да? И я тоже как депутат, как представитель ваших интересов в парламенте всегда на связи. Какая-то, если будет нужна помощь, поддержка, всегда на меня выходить. Я знаю, что Анатолий Аскалонович всегда открыт к диалогу. И в конце хотела бы вот предложение, Анатолий Аскалонович, рассмотрите, пожалуйста, возобновить деятельность клуба редакторов при министерстве, при министре. Да, я думаю, что такой институт необходимо нам сохранить и развивать его работу. И тогда, конечно, редактора и государственные, и негосударственные чаще бы встречались и бы лучше знали проблемы друг друга. Спасибо большое всем, коллеги. Всего самого доброго. С наступающим праздником. А предложение куда можно направить? А? Спасибо большое. С наступающим. С наступающим. Спасибо большое. Работу завершаем. Спасибо. А предложение может там добавить, нет? Кто там говорит? Олег говорит. Там в вашем протоколе одно не учтено, самое главное. Это акведы, о которых говорились, это первое. Второе, акведы ДИП, да. И самозанятых не внесли. Надо это вносить, потому что госсми в следующем году перейдут на эту форму работы, потому что штатные расписания будут сокращены, я так понял. Минфин четко об этом сказал. Там Хорошо, Олег. Так, коллеги, я обновленный проект рекомендаций в понедельник, вторник отправлю в группу. Тоже попрошу подключиться к обсуждению, если будет такая заинтересованность. И после этого буду вносить в руководство комитета Феодосии Васильевны, далее в наш парламент. Спасибо большое, коллеги. До свидания.